Здравствуйте, уважаемые телезрители! В рамках программы «Твое право» хотела бы предоставить вам вводный курс по международному праву. В этом году, в 2018, исполняется 70 лет одному из самых важных документов в сфере прав человека – Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН резолюция номер 217-А. Этот документ является отправной точкой в сфере развития прав человека. Основными целями моего представления о Всеобщей декларации является ознакомление населения с этим документом, разъяснение о основных правах человека, которыми он обладает. В период глобализации права человека — это то, на чем держится весь мир. Но, к сожалению, зачастую не каждый имеет право пользоваться своими правами. Более того, он не знает о тех всех правах, которыми он наделен с рождения. Всеобщая декларация прав человека была принята на, как я уже сказала, на заседании Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 года. Этот документ стал результатом опыта Второй мировой войны. После Второй мировой войны, когда мир был на грани распада, требовался документ, который соединил бы все точки зрения о праве всех народов. Мировые лидеры, создавая Организацию Объединенных Наций, которая пришла на замену Лиги наций, которая стала провальной ввиду того, что случилась Вторая мировая война, решили дополнить устав ООН документом, который будет регламентировать все права человека и будет их продвигать. На своей первой сессии в 1947 году Комиссия по правам человека уполномочила своих членов разработать то, что она назвала Международным биллем о правах человека. Позднее эту работу взял на себя формальный редакционный комитет, состоящий из 8 представителей по географическому расположению. Первый проект декларации был предложен в сентябре 1948 года. Причем в подготовке окончательного проекта участвовало свыше 50 государств-членов. В своей резолюции 217 Генеральная Ассамблея, заседавшая в Париже на тот момент, приняла Всеобщую декларацию прав человека. 8 стран воздержались от голосования, но ни одна не выступила против. Эрлан Санта-Крус, член редакционного комитета из Чили, писал: «Я четко осознавал, что являюсь свидетелем подлинно исторического события, когда был достигнут консенсус в отношении высшей ценности человеческой личности, ценности, которая определяется не решением какой-либо мирской власти, а самим фактом существования человека, что порождает неотъемлемое право быть свободным от нужды и угнетения и всесторонне развиваться как личности». В большом зале царила атмосфера подлинной солидарности и братства между мужчинами и женщинами, представлявшими самые разные круги. Подобного я никогда больше не видел ни на одном международном форуме, заявил Эрнан Санта-Крус. Полный текст Всеобщей декларации прав человека был составлен меньше, чем за 2 года, в то время, когда весь мир был разделен на 2 блока, восточный и западный. Нахождение общей точки зрения в отношении сути этого документа являлось тяжелейшей задачей. Общие принципы, которые содержатся в Всеобщей декларации, наполняются различными конкретными принципами в контексте отдельной цивилизации. И когда создавался этот документ, было понятно, что тяжело навязать один идеал прав человека всему обществу с различной культурой и различной идеологией. Но тем не менее, мировое сообщество пришло к консенсусу, и результатом этого стал продукт, который на сегодняшний день является гарантией основополагающих прав человека. Когда речь заходит о Всеобщей декларации прав человека, всегда встает вопрос о юрисдикции этого документа. И ученые часто спорят. На самом деле декларация носит рекомендательный характер, так как была произведена резолюция ООН. Но тем не менее, все нормы, указанные в декларации на сегодняшний день, были имплементированы в нормы обычного права, и это является юс когенсом, то есть обязательным для всех государств.
Также следует отметить, что на основе Всеобщей декларации государства начали имплементировать нормы этого документа в свои конституции. Итак, с этого момента началось развитие прав человека в таком виде, в котором мы видим их сегодня. Хотелось бы рассказать вам конкретно о тех правах, которыми мы обладаем. В декларации были закреплены права, как абсолютные, так и относительные. Сегодня мы начнем с абсолютных прав. В основном выделяют всего несколько свобод, которые не подлежат никакому ограничению ни в какое время. Одно из первых — это свобода от пыток. Статья 5 Всеобщей декларации прав человека гласит: никто не должен подвергаться пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинству обращению. Данное определение также повторяется в статье 7 Международного пакта о гражданских и политических правах человека, изданного в 1966 году. Также на основании этой статьи была создана Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. К этой конвенции был приложен Стамбульский протокол, который непосредственно занимался эффективным расследованием и документированием пыток. Кыргызская республика является участниками как конвенции, так и протокола. В своем же национальном законодательстве мы также находим отражение запрета пыток. А именно, статья 22 Конституции Кыргызской Республики гласит, что никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким или унижающим достоинство видам обращения. Каждый, лишенный свободы, имеет право на гуманное обращение и соблюдение человеческого достоинства. Запрещается проводить медицинские, биологические и психологические опыты над людьми. То есть свобода от пыток никогда не может быть ограничена. Пытки зачастую совершаются именно правоохранительными органами. Данные, полученные от Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики, гласят, что 97% пыток, совершенных в Кыргызской Республике, совершаются именно представителями правоохранительных органов. К сожалению, это грустная цифра. И на сегодняшний день как международные агентства, так и наши национальные представители пытаются решить эту проблему. Также одно из основных абсолютных прав человека — это презумпция невиновности. В нашей Конституции гласит, что каждый человек, обвиняемый в совершении преступления, имеет право считаться невиновным до тех пор, пока его виновность не будет установлена в законном порядке путем гласного судебного разбирательства, при котором ему будет обеспечиваться возможности для защиты. И норма презумпции невиновности также нашла свое отражение во Всеобщей декларации прав человека, как и в Международном пакте о гражданских и политических правах человека. Презумпция невиновности первый раз рассматривалась еще в 1215 году в документе, называемом «Великая хартия вольностей». Там говорилось, что никто не будет считаться виновным до доказания его вины судебным органом. Идея создания Декларации о правах человека опиралась на демократические и культурные традиции прошлого, на необходимость провозглашения универсальных и общечеловеческих ценностей, сформировавшихся в правовом мышлении и законодательстве передовых государств. Поэтому Всеобщая декларация прав человека была создана в короткие сроки. При этом в ней не был забыт ни один принцип, ни одна норма в области прав и свобод человека, который составляет золотой фонд гуманистических ценностей. В преамбуле Всеобщей декларации прав человека воспроизводится положение, которое нам известно из Великой хартии вольностей. Если закон, права и вольности не соблюдаются, народ имеет право на восстание, свержение правительства, пропирающего права человека, не только право, но и обязанность народа. Выражено это положение в декларации следующим образом. Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы не был вынужден человек прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании или угнетения.
Также одно из основных наших прав — это свобода от дискриминации, равенства и равноправия перед законом. Статья 2 Всеобщей декларации гласит, что каждый человек должен обладать всеми правами и всеми свободными, провозглашенными декларацией, без какого бы на то ни было различия, как в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений, национального или социального происхождения, имущественного, сословного или иного положения. Эта статья закрепляет равенство и свободу от дискриминации. На тот момент это являлось более чем актуальным. В мире царила дискриминация. Человека могли судить, откуда он, какого цвета кожи или какой расе он принадлежит. Но к сегодняшнему дню цивилизация добилась того, что практически дискриминация была прекращена. Но тем не менее, ООН в последующие моменты были приняты 2 конвенции, защищающие от дискриминации в отношении женщин и расовой дискриминации. Никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. Так, Кыргызская республика имплементировала положения, сказанные в статье 2 Всеобщей декларации, в свою Конституцию. Данная статья закрепляет важнейший принцип демократии и классического либерализма, согласно которому все граждане равны перед законом, независимо от их расы, цвета кожи, политического убеждения, религиозной принадлежности или иных любых признаков. На этом хочется завершить сегодняшний выпуск о Всеобщей декларации прав человека. Надеемся, что то, что мы вам передали, оказалось полезным для вас. И мы надеемся, что каждый из вас будет способствовать продвижению прав человека, их соблюдению. Спасибо большое.